Молодость – это не просто яркий и неповторимый период жизни каждого человека. Это еще особое состояние души, время поисков и дерзаний, открытий и реализации самых смелых надежд. Сегодня во всем мире отмечают Международный день молодежи. Праздник является ежегодным, а днем его проведения выбрано 12 августа. Праздник отмечается с целью напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира. Сегодня на нашем онлайн-библио-джемсейшене «Пусть всегда будет планета здоровой» мы познакомимся с молодыми и талантливыми музыкантами, которые живут в нашем городе. Молодые музыканты Петропавловска. Кто они? Какую музыку исполняют? Какие пишут песни? В каком жанре играют? И сейчас ответы на эти вопросы мы узнаем у колоритного музыканта Назара, которого видел, наверное, каждый житель Петропавловска. Здравствуйте, Назар. Расскажите, пожалуйста, немного о себе. В каком жанре вы играете? Где учились музыке? Родился в городе Петропавловске, учился в первой гимназии, потом в первой школе, потом полгода в 17-й, потом в колледже гуманитарном имени Жамбаева. Играю инди-рок, панк-рок. Что для вас важно в музыке? И что вы ищете в ней в данный момент? В музыке важна душа как бы для меня. И не знаю пока, что ищу, надо искать. Вдохновение где берете? Бывают такие периоды, когда вот совершенно не хочется не слушать, даже не заниматься музыкой, не играть? Ну, как бы бывает, но редко, в основном всегда хочется. Это Саша Васильев говорил уже с плена, типа, что вдохновение, оно как приходит, как щелчок, как пуля в голову просто. Что резко захотелось вдруг и из ниоткуда, там, из леса, из потусторонней какой-то вселенной бамс, и пришла мелодия, хотя... Типа, нигде ее нигде не было, нигде вокруг, ты не слышал ее, это не плагиат, просто пришла и все. Но он говорит, надо для этого залезать в дебри музыки, иногда вот сидеть, бренчать что-то, как он говорит, ну вот исплет. Помимо музыкального творчества, чем вы еще увлекаетесь? Да, гуляю, читаю. Пишите стихи? Не, больше не пишу, мне не понравилось. А музыку? Музыку, да. Сложно ли собраться с духом и спеть перед группой незнакомых людей, которые проходят мимо на улице? Да нет, не сложно, ничего страшного нет. Нет, это же, когда с 10 лет страдаешь всячиной на сцене, играешь, там поешь, ничего страшного уже. Получается, в любой ситуации перед любыми людьми вы можете запросто выступить? Ну, только по своей сфере. Если мне там скажут, не знаю, если вам скажут, актерское мастерство сделать или что-то там, картину нарисовать, конечно, я растеряюсь и буду... Каждый, у кого есть гитара, проходя мимо уличных музыкантов, скорее всего, думает, я бы тоже так смог. Но почему-то он не идет и не поет. Вот как вы думаете, почему они не поют, а если даже соберутся, что вы им... Но если они хотят, они бы смогли, если они думают, что смогли бы. Просто у них, наверное, нет мотивации этому, либо какой-то, ну... Нет мотивации, чтобы привлекать себе внимание, или мотивации нету зарабатывать деньги, как бы. Мне в тот момент просто нужно было срочно там около сколько-то денег, чтобы вот что-то себе купить. Больше я как бы не желаю играть на улицах, это так просто была вынужденная мера поиграть там лето, весну. Я знаю, что сегодня вы хотели бы исполнить для нас вашу любимую песню. Ну, исполним. Progress is us no more. Now we have the neutron bomb. It's nice and great to get away things done. The way that exists enemy, but now this way to property. No sunset, what the perfect sunset home. Fashion light, shopless million, that's the way. Let's be out, don't to pay.
the boy. Kill the boy tonight. The oven sparkle lost your bed. The camera's gone up again. Let this girl be my missy wine. Shake from on her skin today. It's a case, so let's get dressed and dance away all night. Wild day. Kill the boy. Kill the boy. Kill the boy tonight. Kill the boy. Kill the boy tonight. It's right. Спасибо большое, Назар, за такую интересную беседу. Спасибо. Удачи вам, вдохновения Спасибо, что пригласили. и благополучия. Спасибо. Любимое занятие отличает человека от других, помогает ему почувствовать себя особенным. Для одних оно может стать профессией, для других перерасти в собственное дело. Но в большинстве случаев хобби присутствует в жизни человека просто потому, что очень нравится. И сейчас я хочу представить вам нашего следующего гостя, Нугуманова Арсена. Здравствуйте, Арсен. Здравствуйте. Арсен считает своим увлечением музыку. Он хоть не музыкант по профессии, но все свободное время посвящает музыке. Арсен, расскажите немного о себе. Где вы учились? Откуда вы родом? Я родом с Петропавловска, учился здесь, в Казахской классической гимназии. После школы я любил ходить, как и все ребята, на улице, играть с ребятами в разные игры. Но в то же время я посещал музыкальную школу по классу гитары. И после окончания школы поступил в университет, но там уже пришлось приостановить свои занятия по гитаре и в дальнейшем развиваться самостоятельно. Пришлось развиваться самостоятельно. И вот сейчас музыка для меня это как хобби, можно так сказать. И стараюсь поддерживать себя в форме, что-то играть, что-то новое для себя открывать. Что послужило толчком к занятию музыкой? С чего все начиналось? Где вы учились музыке? Однажды отец купил мне гитару, и с тех пор я ни на секунду не оставлял этот прекрасный инструмент и пытался для себя открыть какие-то новые мелодии, какие-то звуки. Естественно, я начинал с очень простых мелодий, как это полагается. Но начинал с обычной мелодии, таких как, например, «В траве сидел кузнечик», ему подобные. Обычные простые композиции, которые можно было сыграть на одной струне, грубо говоря. И с тех пор мое увлечение только росло, и сейчас уже достаточно, спустя большое время я уже увлекся этим инструментом, и теперь для меня репертуар более расширен. Какой музыкальный жанр вам ближе всего? Ну, знаете, я меломан в душе, я люблю разную музыку. У меня нет
какого-то конкретного любимого стиля, но все, что гитарное, все, что играется на народных инструментах, все, что играется на современных духовых, смычковых, все это мне интересно. Я стараюсь охватывать все жанры музыки, все стили, начиная от ретро-музыки, заканчивая до современной. Ваша любимая группа или любимый исполнитель? Ну, это очень сложный вопрос, так как их очень много. На самом деле, назвать какого-то конкретного одного артиста, в целом это как и наши артисты, так и зарубежные музыканты. Но в основном это музыканты-инструменталисты, например, те, которые играют на гитарах, независимо это акустика либо электрогитара. Люди, которые уже достаточно долго много альбомов выпустили, ну, всем известные, всем группы, ну, называть их, мне кажется, все их знают. Ну и в том числе же наши, естественно, наши композиции, потому что иногда просят сыграть что-нибудь такое, которое более понятно для нашего народа. И иногда приходится вспоминать, изучать некоторые казахские, может, даже песни, может, песни на русском языке. Ну, очень обширный диапазон, поэтому прям конкретно одного артиста тяжело назвать. Какие советы вы можете дать молодым людям, которые хотят заниматься музыкой, но не знают, с чего начать? Вы знаете, я не любитель давать советов, но одно бы я бы сказал точно, это упорство и труд. Без этого никакой инструмент не дастся изучению так легко и просто. Ну и опять же время. Если у вас есть много времени, то, естественно, вы должны его уделять именно инструменту и изучению его, и расширять свой музыкальный багаж. Спасибо большое, Арсен. Желаем вам успехов в работе и новых достижений. Спасибо за приглашение.